Я считал, что надо поставить огромные авантюрные такие цели в какой-то степени. Не всего мы достигнем. Но если мы начнем, значит, двигаться, у нас вообще ничего не будет. Это позволит увеличить региональный продукт Республики Саха-Якутия к 2020 году в 2,8 раза. Дух захватывает, вот, из сказанного. Вячеслав Штуров, президент Ирин Басныкова. Откровенно говоря, я думаю, что результаты превзошли мои ожидания. Якутия является крупнейшим по площади субъектом Российской Федерации, занимая 5-ю часть всей страны. Это один из самых холодных регионов, свыше 40% территории которого находится за Северным полярным кругом. Здесь богатейшая ресурсная база мирового значения. Ее освоение до недавнего времени находилось в начальной фазе. В 2002 году состоялось заседание Палаты Республики нашего Алтумена, который хотел подвести итог, в каком состоянии находится экономика республики, с чего мы стартуем и куда дальше идти. Было такое нелицеприятное, скажем так, обсуждение ситуации, значит, когда констатировали, что республика находится в тяжелейшем финансово-экономическом положении. Да нет, цвет нет, конечно. Собираем и ждем, конечно. Тогда долги республиканского бюджета равнялись годовой доходной части бюджета. Подавляющее большинство отраслей были убыточными. Ну вот как бы маячок такой был, островок, это компания «Алроса», которая давала тогда 70% доходной части бюджета и работала устойчиво и прибыльно. А все остальное ведь было очень в тяжелом состоянии. В поселке Депутатский, где 2 недели назад сгорела электростанция, продолжаются восстановительные работы. Жилищно-коммунального хозяйства 31 авария произошла в зиму с 2001 на 2002 год из числа тех, которые относились к числу крупных. Был такой случай, вот он меня просто потряс, когда люди вот резали скот, продавали и на вырученные деньги начинали строить школу. Первоочередная задача была стабилизировать ситуацию, вывести из состояния главной базовой отрасли, значит, наладить, оздоровить финансы республики. И первый 5-летний план, который был разработан у нас в республике на 2002-2006 год, он как раз был этому посвящен. Но уже тогда стало понятно, что даже если все идеально мы выполним, значит, это обеспечило только бы стабильность народного хозяйства и небольшой прирост. Значит, нужен был какой-то рывок. 6 января 2006 года. В разгар рождественских морозов Якутию с рабочим визитом посещает президент России Владимир Путин. Решения, принятые в этот день, определили направление развития региона на долгие годы вперед. Мы вам докладываем, какая ситуация в республике, но не в этом главное. Главное, мы хотим вам представить перспективу. Перспективы здесь просто колоссальные. Просто огромные перспективы. Это требует особого внимания правительства к решению вопросов Якутии.
Вот наше стремление заглянуть в будущее и сегодня начинать работать над этим будущим, оно совпадало с объективной необходимостью, которая сложилась в Российской Федерации. И поэтому, конечно, оно вызвало и одобрение, и интерес со стороны президента. И он уже дал поручение о том, что должна быть разработана схема, и правительство России должно ее рассмотреть. Схема комплексного развития производительных сил транспорта и энергетики Республики Саха-Якутия до 2020 года была разработана коллективом ученых Якутии, Москвы и других городов под общим руководством Совета по изучению производительных сил Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. Надо сказать, что СОПС – это головной институт Госплана, потом Минэкономразвития, всегда отец сотрудничества Российской академии наук, который занимался у нас в стране разработкой стратегических планов, программ. Схема комплексного развития производительных сил – это как раз фирменный документ, который именно СОПС всегда готовил для страны. Я имел счастье быть в той команде президента нашей республики Вячеслава Анатольевича Штурова, которая занималась разработкой данной стратегии, схема 2020, как она тогда называлась. Это, конечно, для своего времени, да и для нашего, является уникальным таким документом территориального планирования. В постсоветской России, на мой взгляд, это вообще первый документ, когда вот такой кластерный подход к развитию экономики огромного региона был настолько системно прописан. Ядром схемы является система взаимоувязанных крупных инвестиционных проектов развития базовых отраслей – промышленности, энергетики и транспорта, которые придадут новую динамику и приведут к крупным структурным сдвигам в экономике Республики Саха-Якутия, окажут позитивное влияние на жизнь каждого жителя республики. А если говорить о ее содержании, то она, по сути дела, разбивалась на 3 таких крупных блока. Первое, конечно, оставалась у нас задача поддержки действующих базовых отраслей. Второй блок – это, конечно, новые отрасли. Нефтегазовый комплекс, там, черная металлургия, значит, и так далее. И под него еще подведен фундамент. Это инфраструктура, общая инфраструктура. Я просил президента республики не отчитываться о том, что делается в республике, а доложить правительству о той работе, которая была проведена в республике по поручению президента страны по разработке схемы размещения производительных сил, транспорта, энергетики. Главным конкурентным преимуществом Якутии является ее минерально-сырой потенциал, который оценится в 78 триллионов рублей. Заседание это самого правительства прошло очень гладко, потому что там все поддержали. Ну, пару вопросов задали, что уже были готовы. По воздушному транспорту у республики, есть ли у него перспектива и какие ваши предложения? Аэропорты по нашей просьбе переходят в федеральную собственность. Мы думаем, что там должно быть создано государственное казенное предприятие. После того, как на стане правительства рассмотрена была наша схема, он же прилетел в Якутию с огромным количеством разных чиновников и бизнесменов для того, чтобы подчеркнуть, что вопрос дела не обойдется одним формальным документом, что с ней будет спрос, они должны начинать работать. Задача благородная, Вячеслав Анатольевич, и поэтому мы вас здесь поддерживаем. Но были такие, которые были против. И против, не против Якутии. Они вообще против такого подхода. По всей России должно быть все одинаково. Значит, куда там кривая вывезет, туда и вывезет. Значит, так все правильно. Рынок сам найдет. Надо ли инвестиции вкладывать в Дальний Восток или там в Якутию, значит, или не надо. Поэтому пришлось работать и с членами правительства, и индивидуально. Создание опорной транспортной сети Якутии стало приоритетной задачей схемы. Ключевой проект – строительство железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск. Чему нас учили? Найти главное звено этой цепи проблем. И за это главное звено вытащить. Для Южной Якутии главное звено – это была железная дорога. Это целый детектив, как подписывалось постановление по строительству железной дороги. Там же было от полного отрицания до нахождения точек соприкосновения. Дальше мужикам. По 3 грамма не помешаем. Ведь никто буквально не верил. И мы не верили в то, что будет подписано
значит, постановление о строительстве железной дороги. По замыслу схемы, с приходом магистрали город Якутск становится центром транспортной логистики. Начинается проектирование совмещенного железнодорожно-автомобильного моста через Лену. Он должен соединить строящиеся широтные автомагистрали Амга, Вилюй, Колыма. Дорога, которая проходит через Мегано-Кангаласский, Чурапчинский, Татинский район, они республиканского значения были, мы ее включили в состав федеральной дороги Колыма. Соединили город Якутск и город Магадан круглогодичной дорогой. Этот вопрос решался невероятно сложно. Первое время кое-кто в федеральных органах власти делал характерный жест возле виска пальцем. Но, тем не менее, началась работа по передаче федеральной собственности, в том числе автомобильной дороги Вилюй. Железная дорога сдвинулась, автомобильные дороги пошли. Линия передачи, которую энергетики мечтали целыми поколениями. Кольцевая линия передач, которая бы связала Западную Якутию с Южной и Центральной. Очень скрупулезно подходил к решению любой задачи. Мои коллеги иногда считали меня не только упорным, но и упертым. Был очень такой показательный случай, когда на маленькое письмо, собственноручно президентом Республики Саха-Якутия на тот момент Вячеславом Анатольевичем Штаровым была поставлена виза на 6 машинописных листах. Это только виза на коротенькое письмо. В феврале 2007 года Вячеслав Анатольевич сделал доклад о программе, получил одобрение от федерального правительства. В марте месяце 2007 года он провел здесь огромное совещание по социально-экономическому развитию Алданского района. Конкретные вещи. Мост там, детский сад там, больница тут, здание медучилища, здание политехникума, подготовка кадров, значит, социальные объекты, больница в Тамоте новая, спортзал в 8-й школе, мастерские для трудового обучения. На 14 страницах печатного текста протокола развития. На 14 страницах. В это же время на западе Якутии с нуля начинается создание сразу двух крупных промышленных отраслей – нефтяной и газовой. Здесь, в глухой тайге Ленского района, находятся крупные месторождения углеводородов. С нуля запускались колоссальные проекты, и обосновать необходимость реализации этих проектов, это, конечно, была очень нелегкая задача. До тех пор, пока все это казалось каким-то висящим, у нас все планы совпадали, и так далее, то вдруг, когда в ходе разработки этой схемы надо было отвечать на конкретные вопросы, и вот уже было видно, что надо начинать эти большие проекты, выявились крупные разногласия, как должны идти газопроводы, какая очередность, будем говорить, освоение тех или иных месторождений. Интерес был, но была и осторожность, поскольку для них это был, конечно же, новый регион, абсолютно неразвитый инфраструктурно, то есть здесь было белое пятно, и нужно было все начинать с нуля. Помните историю с нефтепроводом, который первоначально планировался по северу Байкала, Транснефть. Тем не менее, нам удалось убедить, что трасса его должна была проходить в непосредственной близости от ресурсной базы, а не там, в 600 километрах южнее. Трасса трубопровода должна пройти северную той зоны, которую обозначил Владимир Владимирович. Вот будем считать, что на этом мы и договорились. Это была действительно такая победа, когда удалось на таком высоком уровне убедить, что целесообразно строить высоту именно в том варианте, в том коридоре, который мы предполагали. И после завершения строительства вот этого восточно-сибирского нефтепровода уже ни у кого не возникало сомнений, по какому коридору пойдет и магистральный газопровод «Сила-Сибирь». Появление магистральных трубопроводов на территории Якутии позволило ускоренными темпами приступить к добыче нефти и газа. Еще недавно названия Талакан и Чианда были известны лишь местным жителям. Теперь они прописаны в международных контрактах. На востоке России стартовал беспрецедентный по своему масштабу высокотехнологичный проект. В начале 2000-х годов 70% бюджета формировалось доходами от Алроса, а сейчас Алроса дает примерно 40%. А все остальное, бюджет же не уменьшился,
А это уже дают новые, будем говорить, отрасли, они его наполняют. Якутия обладает самым крупным на Дальнем Востоке гидроэнергетическим потенциалом – более 1/5 всех ресурсов страны. При этом на момент разработки схемы централизованным электроснабжением было охвачено около 33,6% территории региона. Крупные энергорайоны были изолированы друг от друга, в основном с избытком мощности. В нашей республике существовало 3 больших изолированных энергорайона. И вот программой 2020 решена громадная задача. Это соединение 2 изолированных районов с централизованной энергетикой. Теперь можно дешевую сибирскую электроэнергию подать на Дальний Восток. А пользуясь тем, что у нас много часовых поясов, когда наступает ночь на Дальнем Востоке, нашу дальневосточную энергию передавать через Сибирь в объединенную систему страны. Это на самом деле то, что было запланировано еще в далекие времена, во времена ГЛР. Наравне с большой энергетикой и экспортными трубопроводами идет развитие региональных газовых сетей. Приход голубого топлива на правый берег Лены жители сел заречных районов встречают с ликованием. Мы помним, как, значит, первый спуск Хатаса было, потом, как, значит, газ подошел в острове Бергегейс на той стороне, на правом берегу, у нас возле Павловска. Если в Мегано-Кангаласском по линии Гуджихаха имеется 61 котельная, да? Из них 75% они переведены на газ. Немыслимо было. А за 2 года провели туда. Сейчас Чурапча, по-моему, даже, да? На Чурапчи. Не является целью добывать уголь или выкачивать нефть. Является целью превратить доходы от этого и в эффект для республики, улучшить жизнь людей. Сохранение и укрепление уклада жизни в сельской местности – одна из главных задач, по мнению авторов схемы. Аграрный раздел состоит из 3 этапов, результатом которых должно стать повышение качества жизни и обеспечение продовольственной безопасности населения. Во всех улусных центрах были построены пищекомбинаты, а в деревнях начали заготавливать молоко, мясо. И вот люди стали через субсидии получать деньги. При Вячеславе Анатольевиче самое рекордное финансирование сельского хозяйства было, да, где-то 11 миллиардов. Это все это решение, это все работа программы 2020. Ни в одной школе старых парт, столов не было. А раньше, когда школу строили, притаскивали старую мебель, а при штурме это перестало. Все новое. До этого забитых окон в деревнях было очень много. Сейчас, в моей деревне ребята сказали, у нас 43 дома двухэтажных построили. 43 дома. Откровенно говоря, я думаю, что результаты превзошли мои ожидания. В чем-то, конечно, я думал, события более динамично будут развиваться. Что-то объективно еще не сделано, но и предстоит сделать. Что-то, наверное, уже не будет никогда сделано. Что-то не вовремя, не в срок получилось. Вот, допустим, гигантский проект по добыче урановых руд. В принципе, его время когда-то наступит, потому что у нас в стране есть дефицит. Во всех наших планах газопереработка и газохимия должны располагаться были в Южной Якутии, но они оказались в Амурской области. С одной стороны, может быть объективно, экономические выкладки, логистические выкладки определили там место, а может быть и субъективно. А есть вопросы, которые в чистом виде это упущение наше. Например, железнодорожная промышленность. Все возможности были для того, чтобы примерно в 2011, в 2012 году начать добычу железной руды в Южной Якутии. Все возможности были. Чисто субъективный фактор сыграл, руководство компании «Алроса» отказалось от этого проекта
Ну и руководство республики не настояло. А вообще-то говоря, деньги туда были затрачены, и проект мог быть реализован. Я уж не говорю о строительстве железнодорожного моста через реку Лена. И когда Вячеслав Анатольевич уходил, он же оставил решенный вопрос. 50 миллиардов было выделено федеральным правительством на строительство железнодорожного моста, и 29 миллиардов было выделено на заход железной дороги в Якутск. Почему-то тогдашнее, после него пришедшее руководство республики, посчитало возможным отказаться от этих денег и не выступить заказчиком в строительстве этих объектов. Ответа на этот вопрос я, например, до сих пор понять не могу и получить. В конце 2020 года авторы схемы подвели ее итоги. Оказалось, основные современные экономические показатели превышают прогнозные. Среди них доходы населения от оплаты труда, инвестиции в основной капитал, доходы бюджета. Число достижений значительно преобладает над неудачами. Посмотрите, нефтяная промышленность на пустом месте сегодня. Нефтепровод, сами нефтяные промыслы, и так далее, газовая промышленность, практически на пустом месте. Все планы по развитию золотой промышленности выполнены. Началось развитие проекта Тампонского промышленного района. Скоро вы услышите, там будет вводиться новый крупный производственный мощность. Это месторождение Нежданинское. Мы сейчас находимся на самой высокой отметке нашего участка. Здесь у нас на данный момент производятся горно-капитальные работы по вскрышным работам. Месторождение Нежданинское одно из крупнейших в России. Подтвержденные, поставленные на баланс запасы составляют порядка 160 миллионов тонн руды и порядка 600 тонн золота. Сейчас на Нежданинке только готовятся к добыче золота. Строится фабрика, воздвигнут вахтовый поселок. Молодежь со всех районов Якутии осваивает перспективные профессии. Сама я родом с Верхнеколымского улуса, с поселка Зарянка. К химии у меня отдельная любовь, поэтому мне нравится знаете, все эти реакции, все эти растворы, разноцветные жидкости. Я и спектральный анализ освоила, и химический анализ, и на химическом анализе еще интереснее. Приехал сюда на работу, сам мечтал давно уже работать на вахте. Услышал то, что они мне предлагают работу. Я своему директору на старой работе подошел к директору, сказал, я увольняюсь. Я первый раз, когда сюда пришел, его увидел, старшего брата. Ничего себе, ты здесь работаешь, что ли? Ничего себе, Сунтарский тоже здесь работает-то. Он такой смеется. В 60 километрах от Нежданинского началась разработка месторождения серебра на Верхнем Менкиче. Скоро здесь тоже понадобятся сотни специалистов. Чтобы готовить кадры для Тампонского промышленного района, в Хандыге был открыт горно-геологический техникум. Скажу, успехи у них очень хорошие, и коллектив хороший. Они учатся на современных оборудованиях и тому прочее. На таких оборудованиях даже у некоторых золотодобывающих предприятий нет. В год окончания схемы 2020 техникум стал известен на всю страну. Студент Александр Сантоев занял первое место в чемпионате WorldSkills. Это огромная честь представлять нашу родину, нашу республику. Второй курс мы практически весь готовились к этому чемпионату. Трудоустройство очень высокое. Прошлогодний выпуск МД-17, все трудоустроены, 19 человек трудоустроены по специальности. Вот почему было создано техникумы транспортные именно в Нижнем Бестяхе, горно-геологическое в Хандыге под будущим проектом развития Тампонского горно-промышленного узла. Планировали мы создать нефтегазовый техникум или в Пеледуе, или в Ленске. Но вот это был отложен проект, который там не реализован. Этим надо заниматься, доводить до ума эту систему и направление кадров. В том числе развивая материальную базу учебных заведений и филиалов. О сибирских Афинах, городе Томске, знает, пожалуй, каждый работник нефтепровода ВСТО и газопровода «Силы Сибири».
В местных университетах по целевой программе готовят специалистов для работы на нефтегазовых объектах. Компании стараются принимать на работу тех, кто живет в непосредственной близости от структурного подразделения. На объектах общества, расположенных на территории республики, у нас трудится 1124 человека. Из них 83% это местные люди, то есть это люди, которые постоянно проживают на территории региона. В том числе трудятся сегодня уже и первые выпуски наших целевых студентов. В течение 2 летних сезонов мы проходили у них практику, также защищались и в конце концов попали в Томский политех. Нет, не боюсь, все документы уже давно подписаны, то есть все уже давно отговорено, то есть я не боюсь остаться без работы. Я из Республики Саха-Якутии, Амиконского района. Я хочу стать таким человеком, при помощи которого и даже в мой поселок, такой отдаленный поселок, поступил газ. Молодежь наша осваивает совершенно новые профессии, которых раньше не было. И это повышает и интеллектуальный потенциал, технический потенциал республики, делает ее более устойчивой, такой даже в человеческом плане. Это есть человеческий капитал. Во-вторых, это же, значит, возможности для роста, для, будем говорить, того, чтобы занять какие-то ключевые позиции в этих крупных компаниях. В-третьих, это же просто-напросто хорошая зарплата и уровень жизни и так далее, и так далее. Моя работа – это контроль определенных параметров и контроль за работой оборудования. Моя супруга – специалист отдела кадров. Мы познакомились с ней на работе. Как бы просто общались, и общение это перешло в семью. Она добрый, искренний человек, мне понравилась просто ее доброта. И все, мы просто стали общаться. Все, она ушла в декрет, сейчас уже 5 лет сидит в декрете, 2 деток. Все живет дома, купили квартиру. Сколько людей, чьи судьбы свели проекты схемы комплексного развития Якутии, обрели свое счастье, точно никто не скажет. Известно одно – каждый коллектив – настоящий фундамент, на котором строится жизнь городов и поселков. Сегодня компания сделала те, наверное, основные направления, которые были заложены именно по добыче угля. Остается маленькое – построить хороший металлургический комбинат. То, что было в планах у государства, это все возможно сделать. Самое главное, сегодня есть люди. Как говорил Твардовский, задали даль, понимаешь, так? Конец и вновь начало. Значит, поэтому все еще впереди и по окончанию работы по этой схеме, в другом она будет обличие. Значит, с основной частью чего-то другого по развитию республики. Это программный документ на долгие годы вперед. Его нужно добиваться решения, двигать дальше, искать новые пути решения. Для того, чтобы провести глубокий анализ, вот, что удалось, что не удалось, почему не удалось, я считаю, необходимо выполнить специальные исследования, и было бы правильно, если бы руководство республики такое исследование сейчас инициировало. Наша, например, сейчас стратегия развития Якутии до 1932 года, на дальнейший период, она, конечно же, опирается на схему 2020. И многие ее проекты, они как раз сейчас составной частью входят в эту стратегию. Жизнь ведь ушла уже вперед. Ну что там говорить, она же течет очень быстро. Ну, уже прошло почти 15 лет с того, как все это начало разрабатываться. В это время появились и новые рынки, и новые технологии, и новые вообще направления и так далее. Поэтому это все должно быть радикально переработано и в какие-то новые, значит, планы интегрированы.